Тема сегодняшней лекции – инженерные изыскания для строительства. Вот тема сегодняшней лекции. Инженерные изыскания для строительства. Прежде чем приступить к проектированию оснований и фундаментов, или прежде чем приступить к проектированию всего сооружения или здания, нужно проводить инженерные изыскания на участке строительства. Это что такое? Вы знаете, что прежде чем приступить к проектированию здания или сооружения, нужно иметь полную информацию об участке строительства. Нужно знать, где этот участок находится, какими объектами или какими местами. Значит, еще раз повторяю, что для того, чтобы начать проектирование любого сооружения, нужно иметь полную информацию об участке строительства. Прежде всего, нужно знать всю информацию о грунтах данного участка строительства. Инженерные изыскания для строительства – это вид строительной деятельности. Вид строительной деятельности, который обеспечивает или дает полную информацию об участке строительства. Инженерные изыскания делятся на следующие виды. Первое – инженерно-геодезические. Инженерно-геодезические. Инженерно-геологические. Это виды инженерных изысканий. Далее, инженерно-гидрометеорологические. Инженерно-гидрометеорологические. Далее, инженерно-экологические. Далее, изыскания источников строительных материалов, и водоснабжения. Водоснабжение. Вот. Вот видите, какие есть виды инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания. Вот видите, изыскания источников строительных материалов и водоснабжения на базе подземных вод. Все они являются видами инженерных изысканий. Теперь смотрите, что такое инженерно-геологические изыскания? Если кто из вас немного знаком
со строительным делом, то инженерные изыскания, инженерно-геодезические изыскания позволяют составить топографическую съемку участка строительства. Если кто из вас знаком с проектами, то в состав проекта входит такой документ, который называется топографическая съемка участка строительства, где указаны где будет указан проектируемый объект, будет указан существующие вокруг этого здания объекты, по какой стороне этого участка что находится. Это все инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-геодезические изыскания проводятся с такими инструментами, как нивелир, теодолит, другие геодезические инструменты. Вы эти вещи знаете. На основе инженерно-геодезических изысканий, короче говоря, строится топографическая съемка участка строительства. И на этом участке строительства, и на этой карте или на этой съемке вы с помощью специальных линий, которые называются горизонтали, вы указываете рельеф участка строительства. То есть инженерно-геодезические изыскания дают вам информацию о геоморфологии участка строительства, главным образом о рельефе участка строительства. И находящиеся вокруг проектируемого сооружения, какие объекты там будут, существуют уже. Инженерно-геологические изыскания. Инженерно-геологические, это то, что нас касается в большей степени. Я на этом пункте буду останавливаться чуть позже. Что такое инженерно-гидрометеорологические изыскания? Вы на основе инженерно-гидрометеорологического изыскания вы устанавливаете, какая температура будет зимой, какая температура будет летом на этом участке строительства. Для того, чтобы провести в проекте теплотехнический расчет. Если вы знаете, есть такой расчет, который называется теплотехнический расчет, так? По условиям зимнего периода и по условиям летнего периода. Так вот, вот эти вот температурные значения, или значение температуры за зиму или летом, это устанавливается на основе инженерно-гидрометеорологических условий. И, естественно, здесь также будут учитываться, какой будет вес снегового покрова на данном участке, какой там будет ветровая нагрузка. Все вот эти вот, что касается климатических условий района строительства, это все устанавливается в период гидрометеорологических условий, изысканий участка строительства. Инженерно-экологические изыскания. На участке строительства или на больших территориях проводится специальный вид изысканий, который устанавливает экологические изменения обстановки после строительства данного объекта. Например, вы строите какой-то химический завод. Какое может изменение внести строительство данного завода после сдачи в эксплуатацию? Это уже делается в разделе инженерно-экологических изысканий. Еще есть специальный вид изысканий, который называется изыскание источников строительных материалов. Вот, например, вы знаете, что есть карьеры песка, есть карьеры других строительных материалов. Так? Вот все вот это вот обнаружение или нахождение источников строительных материалов, а также источников водоснабжения на базе подземных вод. Это все проводится в период изыскания источников строительных материалов. Теперь, как мы с вами уже говорили, для проектирования зданий и сооружений все эти разделы необходимы, все эти разделы нужны. Но особое значение имеет для проектирования зданий и сооружений первые два. Инженерно-геодезические изыскания и инженерно-геологические изыскания.
мы уже дали с вами задачи, которые решаются в инженерно-геодезических изысканиях. Теперь более подробно остановимся на инженерно-геологических изысканиях. Инженерно-геологические изыскания позволяют иметь полную информацию или установить полную информацию о геологии, о геологии строения данного участка, о геологических процессах, инженерно-геологических процессах, которые возможны на данной строительной площадке или на данном строительном участке. Инженерные геологические изыскания имеют задачу установить виды грунтов, определить физико-механические характеристики грунтов, определить уровень подземных вод, возможность колебания этих подземных вод. Все вот эти вот сведения, которые касаются инженерно-геологических условий участка строительства, они устанавливаются или они будут получены при инженерно-геологических изысканиях. Мы с вами при изучении курса механики грунтов говорили, что существует много видов грунтов или горных пород. Есть скальные горные породы, есть крупноскальные горные породы, это первый тип горных пород. Второй крупный тип горных пород – это дисперсные горные породы или нескальные горные породы. А вот нескальные горные породы или дисперсные горные породы, как мы с вами уже знаем, в свою очередь делятся на крупнообломочные грунты, делятся на песчаные грунты, делятся на полевато-глинистые грунты. В свою очередь все эти виды дисперсных грунтов еще разбиваются на разновидности. Во все эти расчеты мы с вами уже знаем из курса механики грунтов. Для того, чтобы определить, какие грунты залегают на данном участке, проводятся горно-технические работы. Горно-технические работы или горно-вскрышные работы. Для того, чтобы изучить инженерно-геологические условия данного участка, это все зависит от объема работ по изучению инженерно-геологических условий данного участка, зависит от степени изученности данного района. Если мы проектируем здание совсем на новом месте, где нет ни одного существующего здания, это одно дело. Там объем инженерных изысканий будет больше. Другое дело, когда мы проектируем здание уже в изученном районе, то есть вблизи существующих зданий и сооружений. Тогда здесь объем изысканий будет совсем другой. Дело в том, что если вы будете проектировать здание в уже изученном районе, вблизи существующих зданий и сооружений, вы первоначально ознакомитесь с материалами инженерных изысканий для существующего здания. Вы там изучаете эти материалы, будете иметь некоторую информацию об участке, который вы будете проектировать здание. Хотя два одинаковых участка не бывает, но все равно изучение материалов инженерных изысканий для существующего здания вам уже дает некоторые представления о данном участке. Здесь объем изысканий может быть уменьшен. Как бы ни было, для того, чтобы проводить инженерно-геологические изыскания, специальная группа людей, изыскателей, в состав которых входят инженер-геолог, инженер-строитель, грунтовед и другие специалисты. Они въезжают на объект строительства. У них на руках уже имеется топографическая съемка данного участка. И они
обязательно на участке строительства проводят горно-вскрывные работы, горно-технические работы. Что это означает? На участке строительства проводятся горные выработки. Горные выработки. Например, для проектирования зданий и сооружений в основном используются два вида горных выработок. Это шурф, это скважина. Вы знаете, скважина – это горная выработка, которая бурится специальной машиной или специальным механизмом. Это бурится, так, вы знаете, это буровая машина или буровой станок называется. А вот шурф, это горная выработка, проводится вручную, закладывается вручную. По этим горным выработкам с каждого 1 метра по глубине, отбираются образцы грунтов. С каждого 1 метра по глубине. То ли это будет скважина, то ли это будет шурф, все равно при отборе, при прохождении горных выработок с каждого 1 метра отбираются пробы грунта, образцы грунта. Образцы грунта, как вы знаете, бывают валовая проба. Валовая проба. Это образец нарушенной структуры. Валовая проба обычно берется из крупнообломочного грунта. Или из песчаного грунта. А вот если встречаются грунты полевато-глинистые, то есть связанные грунты, это какие грунты? Супеси, суглинки и глины. Тогда из таких слоев грунта отбираются монолиты грунта. Что такое монолит грунта? Это образцы ненарушенной структуры. Как отбираются образцы грунта? Как они упаковываются? Как они доставляются в лабораторию? Как они хранятся в лаборатории? Для всего этого существует специальный государственный стандарт. Затем вы привозите эти образцы грунтов, то ли монолиты, то ли пробы грунтов, валовые пробы грунтов, привозите в лабораторию и исследуете все свойства этих грунтов по тем лабораторным работам или по тем методикам, которые вы уже знаете из курса механики грунтов. Я напомню, что для всех грунтов необходимо определить плотность грунта, плотность частиц грунта, природную влажность грунта. А если будут связанные грунты, то есть полевато-глинистые грунты, еще дополнительно нужно определить пределы пластичности данного грунта. Это влажность на границе текучести и влажность на границе пластичности. На основе вот этих вот 5 свойств грунта, которые определены в лаборатории, вы определяете по расчетным формулам другие свойства грунтов. А даже некоторые из них вы выбираете, их нормативные значения выбираете по таблицам СНИП. Вообще я должен был говорить, что все вопросы по проектированию оснований зданий и сооружений осуществляются на основе требований СНИП. Это строительные нормы и правила 2.0.2.0.1.83. СНИП, который называется «Основания зданий и сооружений». То есть все положения по проектированию оснований зданий и сооружений изложены вот в этом СНИПе. И вот в этом СНИПе есть специальный раздел, который называется «Инженерные изыскания для строительства». Таким образом, инженерные изыскания – это самый начальный этап проектирования зданий и сооружений.
Без этого материала вы не можете приступить к проектированию зданий и сооружений. Потому что все, что вы делаете, потому что вы здание строите на земле, вы здание строите в грунте, вы здание строите в грунтовом массиве, поэтому вы должны иметь все необходимые сведения о грунтах, о строительной площадке, об инженерно-геологических процессах, которые происходят на данном участке. Какие есть инженерно-геологические процессы? Вот смотрите, землетрясение – это сейсмическая нагрузка, так? Оползни. Является ли данный участок оползни опасным или не является? Вы должны знать. На данном участке возможно ли сели? Если возможно, в осенне-зимний период сели, тогда в проекте должны учитывать, должны предусматривать специальные мероприятия, сели защитные мероприятия и так далее. То есть, кроме вот этих сведений, которые я вам сейчас говорил, в материалах по инженерным изысканиям для строителя должны быть описаны все инженерно-геологические процессы, которые возможны на данном участке строительства. Так вот, все эти материалы, которые мы с вами проводили в периоде инженерных изысканий, все эти материалы объединяются, и этот материал называется заключение или технический отчет об инженерно-геологических условиях участка строительства. Значит, вот это вот в виде книги будет. Называется заключение или технический отчет об инженерно-геологических условиях участка строительства. Только на основе вот этого заключения вы, как проектировщики, приступаете к проектированию оснований и фундаментов. Или к проектированию всего сооружения, всего здания. Пока вы не будете иметь такой технический отчет или такое заключение, вы не имеете права приступать к проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений. Теперь, смотрите, мы с вами об объеме инженерных изысканий говорили, что объем инженерных изысканий, то есть на данном участке сколько нужно закладывать горные выработки, сколько скважин, сколько шурфов, это все зависит, я уже еще раз повторяю, что зависит от степени изученности данного района. Если вы имеете некоторую информацию об инженерно-геологических условиях существующего рядом здания, здесь можно ограничиться 2 или 3 горными выработками. А если же район строительства совсем новый, о котором вы ничего не знаете, тогда нужно проводить больший объем горных выработок, чтобы иметь полную информацию об инженерно-геологических условиях данного участка строительства. То есть, таким образом, объем проводимых инженерных изысканий зависит от степени изученности данного района. Теперь, какая глубина должна быть? Глубина прохождения шурфов. Какая глубина? Глубина прохождения шурфов или глубина прохождения скважин, то есть горных выработок, зависит от того, что вы строите. Если, например, вы строите одноэтажное, двухэтажное здание, вам достаточно будет иметь сведения до глубины 5-7 метров. Если вы имеете здание 3-, 4-, 5-этажное, вам нужно уже проходить на большую глубину. Тогда, наверное, глубина будет иметь 10 до 15 метров надо иметь.
информацию. А если вы строите еще выше многоэтажное здание, тогда глубина изыскания, соответственно, увеличивается. Есть случаи, где или когда нужно проходить эти горные выработки до глубины 20-25 метров. 20-25 метров. Для того, чтобы иметь полную информацию. Теперь смотрите, конкретно на какую глубину нужно проходить для проектируемого объекта, есть специальный СНИП. СНИП, который называется инженерные изыскания. Инженерные изыскания. Вот в этом СНИПе инженерные изыскания есть специальная таблица, где указано для скольки этажного здания, для какого сооружения, на какую глубину нужно проводить инженерно-геологические изыскания. Есть специальная таблица. Такая таблица у нас есть в учебниках, в наших учебных пособиях. При изучении других разделов данного курса или при выполнении курсового проекта по дисциплине основания фундамента, с этой таблицей вы будете знакомы, будете воспользоваться этой таблицей, кому на какую глубину необходимо проходить горные выработки или проводить инженерно-геологическое изыскание. Далее, какое имеет значение материалы инженерных изысканий для строительства? Вот вы представьте себе, что вы или по низкой своей квалификации, что часто бывает, или вы из-за невыполнения общего объема изыскательских работ вы провели некачественные инженерные изыскания. Вы вместо того, чтобы закладывать два, например, шурфа, вы закладываете один шурф. Тогда вы не будете иметь неполную информацию о данной строительной площадке. Это уже будет считаться ошибкой. И эта ошибка может отразиться на расчете фундаментов, на расчете оснований и так далее. И вот в конечном итоге это может привести к авариям зданий и сооружений. Я вам должен сказать, что много есть случаев, когда здания и сооружения даже во время строительства могут разрушиться. Даже в период строительства. Или есть много случаев, когда после нескольких лет удачной эксплуатации или успешной эксплуатации вдруг здание и сооружение начинает разрушиться. Это в чем дело? Вот это разрушение зданий и сооружений в основном происходит по двум причинам. Или в результате сильного землетрясения, или в результате ошибочных расчетов или каких-то просчетов при проектировании основания фундамента. Я вам должен сказать, что основания и фундаменты – это основная часть, основное место любого здания сооружения. Представьте себе, что здоровый человек, у него ноги болят. Здоровый человек – это само здание или сооружение, а его ноги – это основание и фундамент. Тогда этот человек будет не крепким, не устойчивым. Точно так же, если основания и фундаменты будут неустойчивыми, тогда какой бы вы ни сделали верхнюю часть, все равно ваше здание будет неустойчивым, ненадежным. И трудно будет эксплуатировать такое здание. Поэтому первоначальная ваша задача – научиться, как нужно правильно проектировать основания и фундаменты. Потому что от надежности,
от устойчивости основания и фундамента зависит надежность, устойчивость всего сооружения. Теперь смотрите, мы с вами говорили, что инженерное изыскание – это начальный этап проектирования зданий и сооружений. Да, это действительно так и есть. Самый важный этап. Если вы здесь допускаете ошибки, то эта ошибка влияет на другие этапы. Вот смотрите, после проведения инженерных изысканий и после составления отчета или заключения об инженерно-геологических условиях вы приступаете к чему? Вы приступаете к проектированию здания или к проектированию сооружения. Проектировщик на основе ваших данных будет проектировать основания и фундамент. Если вы сделали неправильный расчет или неправильно определили свойства грунтов, тогда эти ошибки входят куда? В расчет оснований, в расчет фундаментов. Эти ошибки удваиваются, усугубляются. Поэтому надо иметь в виду, что нужно вот этот вот вид строительной деятельности, который называется инженерное изыскание для строительства, это самое, не то что самый начальный этап, это самый важный этап проектирования и строительства любого сооружения. Таких примеров очень много, когда здания и сооружения деформировались и разрушились из-за некачественного проведения инженерных изысканий. Были такие случаи. Например, что может быть здесь? Вот, например, у нас есть такой тип грунтов, который называется просадочные грунты. Хотя мы с вами еще не знаем, что такое просадочный грунт, но я вам должен сказать, что это с точки зрения строительства это нехороший грунт. С точки зрения строительства это нехороший грунт, ненадежный грунт. Это грунт, который, если замочится или в них попадает вода, то такой грунт дает что? Просадку. Провальную деформацию. Так вот, смотрите, например, мы провели инженерные изыскания на таком участке, где грунты являются просадочными. Мы по своей низкой квалификации не могли точно установить нижнюю границу просадочного грунта. Например, на данном участке мощность просадочного слоя на самом деле, например, 10 метров, а мы с вами из-за своей низкой квалификации или из-за своей безответственности даже мы провели неполное изыскание и в отчете записали, что на данном участке просадочные грунты имеют толщину 7 метров, например, я говорю, 7 метров. 3 метра мы не могли уточнить. Берет проектировщик эти материалы, там указано, что просадочная толщина 7 метров, далее залегают, написано, что далее залегают непросадочные грунты. Например, проектировщик для данного здания проектирует свайные фундаменты. И он знает, что согласно требованиям СНИП свайные фундаменты, свая должна прорезать всю просадочную толщу и заглубиться в непросадочный слой. У нас в отчете указано, что просадочная толщина 7 метров. Значит, проектировщик взял, запроектировал сваю 8-метровую, например. Он сделал правильно, потому что на 1 метр заглубился в непросадочный слой. Но от того, что изыскатели ошиблись, дали неточную информацию, острие сваи оказалось в просадочном слое. То есть оказалось, что сваи висячие в просадочном грунте.
что строго запрещается с требованиями снипсвайный фундамент. Вот как может произойти, какие могут быть произойти ошибки при проектировании зданий сооружений из-за неточности данных инженерных изысканий. Так что вы должны знать, как будущие строители, возможно, что кто-то из вас после окончания университета работает на такие изыскательские работы. Возможно, кто-то из вас работает проектировщиком. Возможно, кто-то из вас работает строителем. Понимаете? Так что нужно всегда проводить инженерные изыскания в полном объеме, качественно, и все сведения, которые указаны будут в техническом отчете, они должны быть достоверными. А вот когда эти данные будут достоверными, эти данные или эти сведения, или эти материалы будут достоверными только тогда, если у вас достаточная квалификация. Если вы хорошо знаете курс основания и фундамента, вы хорошо знаете курс механики грунтов, вы хорошо знаете другие дисциплины. Все дисциплины дополняют друг друга. Одним словом, насколько вы качественно проводите инженерные изыскания для строительства, зависит в первую очередь от вашей квалификации, от вашей ответственности. Только тогда материалы инженерных изысканий могут быть качественными. Тогда ошибок будет меньше. Мы с вами говорили, какие ошибки могут встречаться во время инженерных изысканий. Это неправильное установление видов грунта. Неправильное установление видов грунта. Неправильное установление мощности или толщины каждого слоя грунта. Неправильное установление уровня подземных вод. Потому что уровень подземных вод – это фактор, который сильно влияет на основание. От положения уровня грунтовых вод зависит свойства грунтов. Теперь представьте себе, что вы все пробы грунта, которые отобрали, мы раньше говорили, вы доставили в лабораторию, вы теперь приступаете к определению свойств грунтов в лаборатории. Если, еще раз повторяю, если ваша квалификация низкая по курсу механика грунтов, по опыту, по анализу, если вы имеете низкую квалификацию, то вы можете допустить ошибки при определении свойств грунтов. Например, вы вместо одного вида грунта этот слой назовете другим видом грунта. Это уже вы допустили ошибки. Для того, чтобы как было можно меньше ошибок в проведении инженерных изысканий для строительства, нужно хорошо знать такие дисциплины, как инженерная геология, механика грунтов, грунтоведение, конечно же, основания и фундамент. Вот знание вот этих вот дисциплин вам позволяет проводить качественно инженерные изыскания, качественно проектировать основания, качественно проектировать фундаменты и так далее. Если вы обеспечите качественное проведение инженерных изысканий, вы обеспечите качественное проектирование оснований фундаментов, то, что вы будете строить, здания будут надежными. На этом мы вот эту тему, которая называлась «Инженерные для строительства», закрываем и переходим к другой теме.